Самые главные и актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». Сегодня вторник, 14 марта. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о всех последних событиях на полуострове и в мире. Эксклюзивный репортаж. Корреспондентам телеканала «Милет» не только рассказали, как идет строительство Керченского моста, но и показали процесс реализации этого грандиозного проекта. Сегодня уже больше 150 трубосвай погружено, работы идут в соответствии с графиком. Какие проблемы волнуют жителей села Кольчугино Симферопольского района? Температура иногда опускалась ниже санитарных норм. Но я хочу заострить внимание, что наша школа нуждается в модернизации оконных блоков. Лучшим муэдзином стал 21-летний житель села Родниковое Амед Джемилев. Не пропускайте джамат намазы, будьте в обществе мусульман, потому что иман свой нужно постоянно обновлять. Сборная Крыма по тэквондо готовится к чемпионату России. Сейчас спортсмены проводят тренировки. Веками люди задумывались о создании надежной и безопасной переправы, которая соединит полуостров с Таманским берегом. Начать реализацию сложнейшего проекта удалось в наши дни. В 2015-м на двух берегах акватории Керченского пролива началась подготовка к масштабной стройке, а в 2016-м мостоотряды приступили к погружению свай моста. Журналистам предоставили возможность на месте увидеть, как идет строительство моста через Керченский пролив и узнать детали масштабного проекта. Сейчас мы находимся на месте строительства Крымского моста. Еще ровно год назад здесь забивали только первые сваи, а уже сегодня мы стоим на готовой автодорожной плите. Согласно графику, в конце декабря 2018 года планируется запустить первое автодорожное движение. Сейчас здесь осталось лишь уложить асфальт и расчертить разметку. Строители моста в Крым уже забетонировали первый участок будущей проезжей части. До конца года они рассчитывают проложить больше половины автомобильной дороги через Керченский пролив, общая длина которой составит 19 километров. Проект строительства моста на сегодняшний день профинансирован на 118 миллиардов рублей. Финансирование осуществляется по графику. Об этом сообщил журналистам начальник УПРДОР Тамань Роман Новиков. Из ключевых показателей, которые мы намечали на сегодняшний момент, это окончание забивки свай на всех сухопутных участках автодорожной части моста. Это ожидание в ближайшие дни окончания возведения опор на сухопутных участках автодорожной части моста. Мощности мы свои сконцентрировали именно на сухопутных участках для того, чтобы исключить простои по погодным условиям в зимний период производства работ. И сейчас, в мартовский период, происходит перегруппировка сил. Уже два мостоотряда мы передислоцировали на Керченскую сторону, на 7-й морской участок, для того, чтобы сконцентрировать работы в летний и весенний период именно на работе на морских участках. Всего строители уже собрали 39 пролетов. В грунт забиты 1000 свай. Если сложить их общую длину, то получится 200 километров. А это примерно расстояние от Краснодара до Тамани, где и ведется стройка. А вот здесь будут возведены две фарватерные опоры. Это самые мощные опоры Крымского моста, на которые встанет судоходная арка. Судоходные арки как раз сейчас собирают как конструктор на Керченском берегу. Высотой они будут с 15-этажный дом, а весить порядка 10 тысяч тонн. Красиво и мощно эта часть моста будет выглядеть, когда инженеры завершат работы по установке и монтажу. Сегодня у нас работа развернута на всех участках, в том числе и на всех морских участках. Фарватерный участок, он, конечно, наиболее очень сложный. В целом из 190 трубосвай, которые в основании этих фарватерных опор погружаются, сегодня уже больше 150 трубосвай погружено. Работы идут в соответствии с графиком. Планируем, что в начале апреля мы уже перейдем к бетонированию ростверка 252-й фарватерной опоры. В акваторию пролива арочные пролеты доставят на специальном плавсредстве. Для этого планируется провести целую морскую спецоперацию. Это 4 понтона, объединенных по типу катамарана. Понтоны оснастят уникальным оборудованием, которое должно будет поднять на высоту автомобильный пролет весом 4000 тонн и железнодорожный 6000 тонн. Сейчас в стройке без преувеличения задействована вся страна и, конечно же, предприятия самого Крыма. Их в проекте уже 150.
50. Общий объем заказов для промышленности полуострова составил более 3 миллиардов рублей. Работы в Керченском проливе ведутся круглосуточно. Автомобильное движение будет осуществляться по 4 полосам, железнодорожное по 2 путям. Пропускная способность до 40 тысяч машин и 47 пар поездов в сутки. Сейчас добраться из Тамани в Крым можно лишь на пароме, и переправа зависима от погоды. А когда мост будет готов, пересечь Керченский пролив на машине можно будет всего за 15 минут. С каждым днем огромная металлическая конструкция Крымского моста становится все ближе и ближе к заветной точке фарватера. И уже в 2019 году Крым будет полностью обеспечен сухопутным сообщением с Российской Федерацией. Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. Ночью на улице Караимская горел двухэтажный дом. Сотрудники МЧС эвакуировали 3 человек. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на 2-м этаже. Огонь быстро распространился на крышу здания. По данным пресс-службы МЧС, пожар сопровождался сильным задымлением. В результате оперативных и слаженных действий сотрудников пожарно-спасательных подразделений удалось спасти 3 человек и остановить распространение огня на соседние квартиры. Пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров, был полностью ликвидирован. Под Севастополем в районе горы Госфорта произошло ДТП. 2 человека погибли. По данным пресс-службы МЧС России по Севастополю, автомобиль съехал с дорожного полотна и врезался в дерево, после чего произошло возгорание. 32-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу. В результате столкновения водитель и пассажир скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка. Сегодня в селе Кольчугино Симферопольского района прошел день районного совета. В ходе встречи с депутатами поселения была оказана практическая и методическая помощь, а также обсудили ряд проблем. Какие вопросы интересуют жителей, узнаете в сюжете Султании Ситакаевой. Первым объектом посещения стала Кольчугинская школа номер 1. Основная проблема – необходима замена окон. Зимой из-за этого школа теряет значительное количество тепла. И в этом году мы топились постоянно, у нас не было сбоев с отоплением. Но, конечно, при такой серьезной зиме температура иногда опускалась ниже санитарных норм. Но я хочу заострить внимание, что наша школа нуждается в модернизации оконных блоков. Но помимо проблем стоит и отметить то, что в школе произошли значительные положительные изменения. Были установлены 2 котла, также модернизирован медицинский кабинет и столовая. Школьники теперь имеют возможность ежедневно получать горячее питание. Нам сделали очень хороший ремонт столовой, хорошо питаемся. В школе тепло. В столовой все круто, питание очень вкусное. Следующими объектами посещения стали Дом культуры и детский сад «Тополек». В этих учреждениях необходим ремонт. Детский сад рассчитан на 6 групп, но на сегодняшний день функционирует только 4. После капитального ремонта фасада здания и 2 возрастных групп будет ликвидирована очередь в детский сад. Со стороны администрации учреждения была сделана смета на ремонт фасада и замены окон и дверей здания. И сделана смета, но не прошла экспертизу 2 возрастных групп. А вот в ходе совещания с депутатским корпусом сельского поселения руководитель инициативной группы села Прудовое Абдул Чахалов собрал подписи всех жителей, обратился за помощью. Жители по-прежнему обеспокоены разработкой карьеров. Они категорически против и волнуются за здоровье своих детей. Люди против карьеров, и вот мы решили депутатам нашим обратиться, чтобы они приостановили этот вопрос о рассмотрении выделения земель под карьеры. Потому что у нас вода, централизованная вода есть, мы боимся, что уйдет у нас вода, мы останемся без воды. Естественно, есть скифские захоронения у нас, есть краснокнижные растения, несколько видов. Ну и в общем, очень много детей в селе, очень много многодетных семей. Нам, честно говоря, мы боремся только за здоровье и будущее наших детей. Председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев отметил, что на заседании Президиума Симферопольского районного совета будет рассмотрена перспектива развития проектно-сметной документации детского сада и Дома культуры. Также более детально изучит вопрос о разработке карьеров в селе Прудовое. На сегодняшний день мне неизвестно, будет ли производиться здесь разработка, и там в обращении тоже указано, что по слухам, по информации, поэтому мы изучим детально этот вопрос и готовы будем проинформировать население. Напомним,
что неоднократно в своих интервью глава республики Сергей Аксенов заявлял, что в ущерб окружающей среде и населению ни один карьер в Крыму разрабатываться не будет. Султания Такаева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Сегодня свой 90-й день рождения отмечает художественный руководитель крымско-татарского ансамбля «Учансу», знаменитый танцор и хореограф Али Алимов. Посредством его педагогической деятельности тысячи детей вошли в мир национальной крымско-татарской культуры. С юбиляром встретилась и наша съемочная группа. Танцор, хореограф, создатель и художественный руководитель ансамбля «Учансу» Али Османович Алимов сегодня празднует свой 90-й день рождения. Он прожил непростую жизнь – войну, голод, депортацию. Он сумел реализовать главную мечту – вернуться на родину и посвятить себя развитию крымско-татарской культуре. На вопрос, что для него является вдохновением, великий мэтр отвечает кратко, но со смыслом. Танец для меня в первую очередь искусство, в вторую очередь это моя потребность. Потребность во мне. Я всегда стараюсь что-то делать в народном стиле. Тем более, когда переехал сюда, для меня это очень важно. Потому что я стараюсь делать то, что надо. Читаю книжки, легенды. Согласно этому я строю программу. Конечно, я благодарен судьбе, что все так происходит. Но крымский татарский танец уникален, особенно сейчас. Раньше так популярен не был, сейчас популярен. Для меня это очень важно. Я стараюсь все воплощать в себя, то, что я чувствую, то, что я вижу. Поэтому для меня это искусство. Благодаря деятельности и творчеству Али Алимова был создан один из первых крымско-татарских коллективов, зародившихся здесь, на родине. Сначала появляются маленькие ростки «Фиданлар». Это танцевальный коллектив детей до 15 лет. Они крепнут, набирают силы и опыта и превращаются в яркие, быстрые, заводные брызги танцевального водопада «Учансу». Ансамбль сыграл значительную роль в возрождении и развитии танцевального искусства нашего народа. О вкладе бессменного руководителя рассказала заслуженная артистка Крыма Зера Кинжикаева. Этот человек, конечно, легенда, мэтр крымско-татарской сцены, живая легенда. Мы его все очень любим. Он настоящая звезда. Вы знаете, можно быть популярным, можно быть известным, но быть всенародным любимцем – это участь избранных. По словам воспитанников великого мэтра, всю свою жизнь Али Ага прививал любовь к национальному искусству. Основная его невероятный вклад в развитие крымско-татарской культуры, что он привил тысячам детей любовь к крымско-татарской культуре, крымско-татарскому искусству. Легенда крымско-татарского танца Али Алимов воспитал целое поколение танцоров, которые сейчас демонстрируют свой талант во многих профессиональных коллективах не только Крыма, но и далеко за его пределами. Телеканал «Миллет» присоединяется к поздравлениям и желает легендарному хореографу Али Ага Алимову крепкого здоровья и неугасаемого вдохновения. Лилия Виджат, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». 20 марта во Дворце культуры профсоюзов города Симферополь состоится долгожданный финал конкурса красоты и культуры «Крымская красавица-2017». Сегодня состоялась пресс-конференция конкурса. Организаторами мероприятия выступают Дом дружбы народов и авторы проекта при поддержке Госкомнадзора. С участницами проекта встретилась и наша корреспондент Гульнара Каримова. В Крыму продолжается активная подготовка к конкурсу красоты и национальной культуры «Крымская красавица». Крымско-татарскую культуру на конкурсе представляют 4 девушки. Среди 23 конкурсанток, прошедших отборочный тур, Сабрия Каримова, Лилиана Мустафаева, Ленара Кадырова и Эмине Нуманова. В самом разгаре интернет-голосования. На данный момент крымско-татарская красавица Сабрия Каримова в тройке лидеров по количеству голосов интернет-пользователей. 18-летняя Сабрия – студентка медицинского колледжа. На конкурсе хочет познать культуру и традиции других народов, а также достойно представить красоту традиций крымских татар. Впервые участвую, вообще буду впервые выходить на сцену. На самом деле есть переживания, стеснительность. Надеюсь, мы с этим справимся. Тяжело будет поставить игру, потому что времени осталось мало, а
Мы еще не выучили основные движения игры. Еще одна претендентка на звание крымской красавицы – 19-летняя Лилиана Мустафаева. Она студентка Крымского университета культуры, искусств и туризма. Девушка увлекается танцами и мечтает стать моделью. Я принимаю активное участие в различных конкурсах, но впервые принимаю участие именно где требуют и культуру, и красоту, и соединение. Волнение, конечно, присутствует, все девочки по-своему хороши. Я уверена, что каждая по-своему представит себя достойно. 19-летняя Ленара Кадырова учится сразу в 2 вузах. Более 10 лет занимается танцами. Считает, что все конкурсантки достойны победы. Я в таком конкурсе участвую впервые. Для меня это очень волнительно. Я хочу с достоинством представить свой народ. Поэтому мы готовимся с группой, с крымскими татарочками, мы готовимся. Конкурс существует с 2003 года. Раньше он назывался «Крым-Гузеля». В этом году в программу конкурса входит приготовление национального блюда, приветствие на родном языке, сюжетно-хореографическая постановка и дефиле в национальном и свадебном наряде. У нас каждый год мы стараемся делать мероприятие интересным для зрителя не только в качестве шоу, но и в плане истории или какой-то информации, связанной с культурой народов. В этом году наши участницы расскажут о представителях своей национальности, которые сделали огромный вклад в развитие истории, культуры и так далее. Крыма, и не только Крыма, но и мира. Напомним, в 2015 году победительницей конкурса стала Авасий Тумерова. В этом году участвует 16 девушек, которые представляют 10 национальностей. Гульнара Каримова, Умер Мустафаев, телеканал Милет. В Симферополе подвели итоги отборочного тура всекрымского конкурса «Эзан Седасы». Лучшим эдином, по мнению представителей муфтията, стал 21-летний житель села Родниковое Амед Джемилев. Нашей съемочной группе также удалось послушать лучший призыв на молитву в исламе. В Крыму продолжается всекрымский конкурс «Эзан Седасы». Отборочные туры прошли уже в Красногвардейском районе, Бахчисарае и Симферополе, в микрорайонах Фонтаны и Каменка. Для участия в конкурсе были приглашены мужчины от 6 до 45 лет. В микрорайоне Каменка в первом этапе чтения Эзана приняли участие 7 мужчин. Выразительность чтеца Амеда Джемилева покорила сердца жюри. Именно он занял первое место. Амету 21 год. Рассказывает, благодарен своему брату за то, что 8 лет назад привел к исламу. Любимая сура Амета – Фатиха. Считает, что такие конкурсы нужно проводить как можно чаще, так как они сближают мусульман и способствуют культурному развитию народа. Соревновательный опыт – это самый лучший опыт. И исходя из итогов соревнований, ты лучше всего делаешь выводы. И работу над ошибками делаешь. Не пропускайте джамат намазы, будьте в обществе мусульман, потому что иман свой нужно постоянно обновлять. Прекрасным чтением также отличился Эдем Фазылов. Он занял второе место. Из мечети звучит приятный голос муэдзина, то это привлекает всех, даже кто-то даже далек от ислама, но все-таки, я думаю, потянется. И один из поводов, как говорится, привлечь человека к исламу и быть порядочным человеком, быть чистым. А вот третье место досталось 14-летнему Бекиру Абдульганиеву. Рассказывает, самым сложным было выступить перед большой аудиторией. Подготавливался я заранее, и у меня был учитель, зовут его Энвер Уджа, Энвер Бакиев. Из-за него я вот здесь был и занял это призовое место. По словам главного имама Симферопольского района Раима Гафарова, победителя определить нелегко. Основные критерии, по которым выбирали лучшего, это произношение, махрадж, и мелодичность, макам. Очень с интересом люди отнеслись к этому конкурсу. То есть пришли люди просто даже, чтобы посмотреть. А среди участников более чем 20 человек сегодня мы провели через конкурс. Из них мы избрали лучших. И надеемся, что на финале они покажут хорошие результаты. Наша же первая задача, мы хотим, чтобы все знали Эзан, все читали Эзан, и на нашем прекрасном полуострове всегда он звучал. Все конкурсанты получили задание выучить хутбе дуалар и тесбихат до финала. Конкурс будет проходить до 30 марта. Все желающие смогут принять участие в отборочном туре, который пройдет в поселке Кировское, Первомайское, Черноморское, в Белогорске, Саках, Старом Крыму и Красноперекопске. Затем будет финал, где определится лучший муэдзин. Победители ждут дипломы, памятные подарки, а также денежное вознаграждение. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Крымско-татарский народ славится своими талантами. Столяр, строитель по образованию Эмир Асан Муслимов, мастер самоучка резьбы по скорлупе,
Страусиных яиц. Это очень хрупкий материал, при работе с которым надо даже правильно дышать. Техникой такой работы в Крыму владеет единица. Сейчас в его коллекции 7 изделий ажурных Фаберже. Благодаря его таланту после резки у него даже не остается отходов. Из маленьких кусочков скорлупы Эмир Асан Муслимов создает новые работы. О таланте мастера-самоучки в сюжете Айше Шулаковой. Семья Муслимовых – одна из тех, кто первыми вернулась на родину. В городе Саке Эмир Асан Бей проживает 43 года. Любовь к искусству у него с детства. Первую подделку из дерева сделал в 10 лет. С тех пор дерево стало его любимым материалом для работы, что и повлияло на будущий выбор его профессии. Ему интересны разнообразные художественные и технические приемы, работа со всевозможным материалом. Даже в доме мастера все сделано собственноручно. Эмир Асан Ага более 20 лет увлекается одним из древнейших методов резьбы – интарсией, то есть мозаика. Это фигурное изображение, узоры из пластинок дерева, разных по текстуре, цвету, врезанных в деревянную поверхность. Проще говоря, пазлы на фанере. Сначала нужно этот рисуночек нанести, скажем, на дерево. Все это вырезается вот отдельными кусочками. Ну, диаметр от 2 мм до 3 мм. Больше всего в этой технике нравится, что здесь нету красок. Краски – это сорт древесины. Это липа, сосна, береза, бук. На одну такую работу уходит более месяца. Например, картина «Девушка-воин» создана мастером из 164 элементов различных сортов дерева. Помимо этого, Эмир Асан Бей увлекается рутарием. Другими словами, это использование пеньков, коряк и стволов деревьев при создании ландшафтных композиций. Герой сюжета говорит, что создать такую композицию достаточно просто, так как практически каждый день мы сталкиваемся с подходящими для композициями материалами. Остается только подключить фантазию. Обыкновенный корень дерева, который валялся. Вот, в нем почему-то оказалась вот такая мудрая ворона. Рядышком еще одна птичка прилунилась. Иногда бывает, я приезжаю с работы на машине, и возле моего гаража лежат какие-то корни, какие-то веточки, какие-то интересные. Это мои друзья, зная мое увлечение, не застав меня дома, просто положили, знают, что Эмир Асан обязательно с него что-то сделает. Жемчужина и гордость коллекции мастера – это изделие из скорлупы страусиных яиц. Техника резьбы принципиально отличается от других, ведь этот материал приравнивается к китайскому фарфору. Чтобы с ним работать, необходимо освоить бормашину, приобрести специальные резцы и фрезы по особо твердым материалам. Удовольствие не из дешевых, признается мастер. Эмир Асан Бей рассказал о своем первом изделии из скорлупы, инкрустированном речным жемчугом и бисером. Страх был, конечно, очень большой, чтобы оно не рассыпалось в руках. Вот, потому что, когда режешь, нужно затаить дыхание, чтобы рука не дрогнула. Обороты бешеные, конечно, там 4, 5, 6, 7 тысяч оборотов в минуту, резец работает. Рукам умелого мастера подается различный материал. Любая вещь обретает новую жизнь в его ладонях. Будь это изящный лебедь из тыквы, или сорока из коряги, или африканская ритуальная маска из березы, выполненная в лучших традициях далеких племен. Талант Эмира Асан Ага безграничен. Он также увлекается художественной фотографией. Это и животные, и природа, и милые фотографии детей с родителями. Супруга ремесленника Эльмаз Муслимова полностью поддерживает мужа, занимается всеми организационными моментами. Считает, что у него золотые руки. Любитель, конечно, занимается еще и садоводчеством, и огородничеством. Посадкой деревьев. Это у него любимое тоже, будем говорить, занятие. Но человек всесторонне развитый. Я рада, что мне достался такой мужчина в моей жизни. Конечно, огромное спасибо ему. Мастер не хочет расставаться со своими творениями из скорлупы страусиных яиц. Желает оставить коллекцию потомкам. Эмир Асан Ага готов поделиться своим талантом со всеми желающими. Но таковых мало из-за того, что процесс непростой, трудоемкий и финансово затратный. Работы самородка хранятся в различных музеях Крыма и России. Эмир Асан Муслимов обладает грамотами и сертификатами многих конкурсов и ярмарок. Айше Шулакова, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Сегодня молодые художники и студенты встретились с известным скульптором Айдером Алиевым. В ходе встречи художник поделился секретами своего мастерства и рассказал об этапах творческого пути. Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия стал местом встречи молодых художников и студентов с известным создателем скульптур Айдером Алиевым. Цель нашего мероприятия состоит в том, чтобы познакомить наше подрастающее поколение будущих молодых художников с творчеством известного скульптора и художника Айдера Алиева.
Произведения мастера выполнены из бронзы, камня и дерева. Основная тематика – женщины. Айдер Алиев говорит, что красота природы может спорить только с красотой женщины. В ходе встречи художник рассказал об этапах своего творческого пути. И каждый этап, он по-своему интересен. Если говорить о последнем этапе, то это последний полиптик, значит, там сердце Крыма, душа Крыма, искусство Крыма. Вот, я над ней работал. Вместе с тем художник считает, что через искусство можно донести зрителю свои эмоции. Мероприятие прошло в рамках персональной выставки, где представлены различные произведения автора. Монументальные объекты, конечно, они больше социального плана. Вот. Творческие работы – это экспериментальные, и здесь поиски, вот, тематика разнообразная. Много работ посвящено женщине, вот, семье, возвращению народа на землю родную, в Крым. Один из участников встречи, Аблятив Сулейманов, бывший студент Айдарбея, который изучал скульптуру и пластическую анатомию. Он и сегодня применяет полученные знания от наставника. За годы время учебы с Андреем Юрьевичем я узнал много полезного, то есть эти советы, они очень хорошие были, я до сих пор их вспоминаю, и в некоторых моментах они даже по сей день мне помогают. Надеюсь узнать много нового из творческой жизни, потому что это довольно-таки сложный момент, потому что сам начинаю пробовать жить этим. Ну, надеюсь вдохновиться и работать дома. Работы художников отражают душу каждого мастера и становятся наследием крымско-татарской культуры. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Сборная Крыма по тэквондо ВТФ готовится к чемпионату России. Сейчас на полуострове проходят сборы. Республику посетила команда из Камчатского края, и сейчас спортсмены вместе проводят тренировки. Как проходит подготовка, знает наш корреспондент Султания Меджид. С 16 по 19 марта в Краснодаре пройдет чемпионат и первенство России по тэквондо ВТФ в Хумсе. Это комплекс атакующей и защитной техники тэквондо, построенный в определенной последовательности комбинации техники рук и ног. В чемпионате примут участие спортсмены со всех уголков России. Крым представит сборная из 16 человек. И нашу команду тоже представят 16 человек, которые выступят как в командных зачетах, так и в личных. Наши спортсмены всегда были лучшими. Крымские спортсмены – самые лучшие спортсмены. Единственное, что при России очень большая конкуренция, будем говорить так, плюс судейство. Мы еще не полностью вошли в судейскую коллегию Российской Федерации, но мы над этим плотно работаем. А медали у нас будут обязательно. Сейчас на полуострове проходят сборы. Крым посетили команды из Хабаровского и Камчатского края. Спортсмены, объединив усилия, активно готовятся к чемпионату и первенству уже на протяжении недели. Главный тренер по Хумсе Камчатского края Юрий Алехин отметил, сборы были необходимы, так как разница в часовых поясах велика, и спортсменам нужно было адаптироваться. Адаптация, потому что часовые пояса у нас 9 часов разница. Самое тяжелое – это привыкнуть к часовому поясу. Почему? Потому что на Камчатке уже ночь, здесь только утро, и нам приходится в свое время ночи здесь тренироваться. То есть для организма чуть тяжеловато. Юлия Мишалкина – чемпионка мира по пумсе. Она тренирует спортсменов, которые представят Хабаровский край на чемпионате и первенстве России. Юлия рассказала, как проходит подготовка. У нас подъем в 8 утра, они у нас идут на зарядку. После зарядки они моются, конечно, идут на завтрак, приходят. Мы едем сюда на тренировку, приехали. Сейчас после тренировки у нас также обед, немного прогулка. После прогулки, наверное, домой, поужинают они немного, и все, у них в 10 часов уже отбой у всех детей. У нас нет такого, что они там в 12, в час, во сколько захотели, во столько и легли. Потом им будет тяжело на турнире на самом. На этот турнир, думаю, подготовлены хорошо. Надеюсь, что ребята одержат победу, и мои такие надежды на них оправдаются. Уже завтра команды выезжают в Краснодар. Тренера надеются только на победу. Ну а мы желаем нашим спортсменам успехов и больше призовых мест. Султания Меджид, Энвер Аблязиз, телеканал «Миллет». А мы напоминаем, что 17 марта специалисты Госкомнадзора проведут юридическую консультацию в селе Доброе Симферопольского района. Прием будет проходить в администрации Добровского сельского поселения. Адрес: улица 40 лет Победы, 11. Начало в 10:00. Телефон для справок +7 978 957 57 57.
На сегодня это все новости. Увидимся с вами уже завтра в привычное время 13:30. Наш информационный отдел продолжает следить за ситуацией на полуострове и готовит сюжеты к следующим выпускам. Оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе всех событий на полуострове.